Тема сегодняшнего урока – силы, законы Ньютона и закон всемирного тяготения. Ну, во-первых, что такое силы? Это физическая величина, которая показывает или характеризует действие одного тела на другое, или действие нескольких тел на какое-то одно тело. Ну, здесь мы находим равнодействующую. Теперь, какие силы бывают? Разновидности сил. Это гравитационные силы, это ядерные силы, слабые взаимодействия и электромагнитные силы. Вот 4 в основном разновидности. Теперь то, что касается законов Ньютона. Кратенько напомню, тем более материал 9 класса. Первый закон. Ну, иногда его называют закон инерции или инерциальный закон. Как читается? Значит, тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя, если на него не действуют другие тела или действие этих тел компенсируется. Но более расширенное определение, значит, существуют такие системы отсчета, относительно которых тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя, если на него не действуют другие тела или действие этих тел компенсируется. Ну, рассмотрим вот такой вот пример. Пусть у нас тело висит на ниточке. Какие силы действуют на него? Это сила тяжести, МЖ, и сила упругости, F упругости. Или натяжение нити, там без разницы. Вот теперь смотрим. На самом деле такое не произойдет, но представьте себе, что произойдет. Например, если убрать действие силы тяжести. Будет действовать только одна сила, это сила упругости, тело начнет двигаться вверх под действием одной силы. Если перерезать ниточку, то тело под действием силы тяжести упадет. То есть смотрим, когда силы компенсируют друг друга, тело находится в покое. Теперь представим следующий случай. Вот поверхность льда, очень гладкая поверхность. Это вот хоккейная шайба, к примеру. Ударяем, и она начинает двигаться. Со временем она, естественно, остановится, потому что действуют силы сопротивления, сила трения, это понятно. А теперь, если представить такое, если убрать силы сопротивления, что произойдет с шайбой? Она будет двигаться бесконечно с постоянной по модулю скоростью. В этом случае никакие силы на нее не действуют. Вот в этом и заключается первый закон Ньютона. Тело движется равномерно и прямолинейно, если на него с постоянной скоростью не действуют другие тела, или находится в покое, когда действующие силы компенсируют друг друга. Вот это и есть первый закон. Вот, поэтому, когда равномерное движение или покой, равнодействующее будет равна нулю. Очень важно запомнить. Второй закон Ньютона. Сразу давайте мы его запишем. Ну, вот в такой форме. М умножить на А. Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение. То есть ускорение, с которым движется тело, именно сообщает эта вот сила. Что это за сила? Это не просто какая-то сторонняя сила, а это равнодействующая всех сил, приложенных к телу. Ну и здесь сразу должны уметь составлять, напоминаю, 9 класс, составлять уравнение динамики или уравнение движения. Пусть тело движется под действием некой силы F. Вот, неважно, привязали за веревочку, тянем. Сюда действует сила тяжести, МЖ. Сюда действует, я путем параллельного переноса вынесу сюда, сила реакции опоры. Ну, по сути дела, ее вот здесь тоже, напротив центра масс тела. Но я специально выношу, чтобы показать четко точку приложения. И сила трения направлена вот так. Вот это правильное, грамотное обозначение точек приложения сил и как они направлены. Обратите на это внимание, потому что иногда даже в некоторых задачниках, справочниках, ну, силу трения сюда. Вот, силу реакции опоры сюда переносят. Ну, при решении задач путем параллельного переноса для простоты решения вы можете это делать. Теперь смотрим. Для решения мы составляем
Значит, уравнение динамики. Сюда обращаем равнодействующая сила, значит сумма всех сил. Итак, произведение массы на ускорение обязательно векторная запись. Это у нас mg плюс n плюс F трения. Вот мы составили F трения. Составили уравнение движения. Вот. Или уравнение динамики. Дальше выбираете систему отсчета X, допустим, Y. Вот. И в проекциях в начале это уравнение на ось X и на ось Y. Ну, здесь либо перпендикулярны силы, либо параллельны. Поэтому проекции находятся очень просто. Я на этом не буду останавливаться. Рассмотрим движение по наклонной плоскости. Тоже как составляется уравнение динамики. Ну, вот такой, скажем, клин. Берем. Тело движется по наклонной плоскости. Расставляем действующие силы. Сюда направлена сила тяжести. МЖ. МЖ. Вот сюда сила реакции опоры. N. И сюда сила трения. Пока никакие дополнительные силы не вводим. Вот самый простой случай. F трение. Выбираем систему отсчета. Очень удобно ее связать с центром тяжести этого тела. Это ось X. Вот это у нас будет ось Y. Вот. И сразу смотрим, что находим проекции. Вот это вот проекция на ось X. Вот это проекция на ось Y. Ну, вот, чтобы понятно было. Удобнее, наверное, показать. Вот она. Вот так красиво. И вот так вот красиво. Это вот я розовым обозначил, показал проекции. Это угол альфа у нас. Вот это тоже будет альфа. Вот это вот тоже будет угол альфа. Вот этот угол равен этому. Геометрию вспоминаем. Это углы, как углы со взаимно перпендикулярными сторонами. Эта сторона перпендикулярна этой стороне. Вот эта сторона перпендикулярна этой. Есть такая теорема в геометрии. Углы со взаимно перпендикулярными сторонами равны. Этот угол равен этому, как внутренние накрест лежащие. Две параллельные прямые пересечены третьей. Ну и составляем в общем виде. Я не буду. Ну давайте, ладно. МА равно МЖ. Сначала в векторной форме плюс N и плюс F трение. F трение. А теперь в проекциях на ось OX. Равнодействующая направлена сюда. Я специально не показываю равнодействующую, вот, ну, чтобы наложений меньше было. Направлена вот сюда. Вот в этом направлении вдоль наклонной плоскости движется с ускорением А. Поэтому вектор параллелен оси, поэтому модуль равен проекции. МА равно МЖ. Посмотрите, вот она, МЖ. Противолежащий. Значит, что? Синус МЖ синус альфа. Так, N перпендикулярно проекции равна нулю. И F трение направлено в противоположную сторону, знак минус. F трение. Вот мы получили в проекциях на ось X. Теперь в проекциях на ось OY. Вот. МА параллельно, перпендикулярно оси Y. Значит, сюда теперь вот это пока не трогаем. Так, синус альфа. Это пока не трогаем. Смотрим вот эту часть. Смотрим только на основное уравнение. МА 0 равно МЖ. Посмотрите внимательно. Прилежащий катет косинус. Вот она, начало координат. Ниже лежит, значит, знак минус. Минус МЖ косинус альфа. Так, и плюс n. n направлено вдоль оси y. Плюс n. Вот. Ну и вот теперь эти две объединяем систему, решаем. Смотрите, что получается. n отсюда равно mg косинус альфа.
свою очередь, еще из 7 класса и 9 помним, что сила трения это μ на n. Подставляем значение, получаем μ mg косинус альфа. Ну и теперь вот в эту формулу подставляем силу трения ма равно mg синус альфа минус, и подставляем μ mg косинус альфа. Ну, дальше писать не буду, в зависимости от того, что вам нужно найти. Если вам нужно найти ускорение массы, сразу сокращается и получаете вот такую формулу. А равно g синус альфа минус μ косинус альфа. Ну, опять же, в зависимости от того, что вам нужно найти. И закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном. Вот есть такая байка, шутка. Говорят, что с автором Ньютона в открытии закона всемирного тяготения является яблоко. И есть байка, что находясь в осеннем саду, яблоко упало на голову Ньютону, и он открыл закон всемирного тяготения. Нет, он просто наблюдал падение яблок в саду и задался целью узнать, почему яблоки падают. Вот. Провел исследование. Вот эта сила оказалась не просто пропорциональна массе, а произведению масс взаимодействующих тел. Вот. М1 умножить на М2. Дальше. Эта же сила, ну вот здесь я давайте запишу, обратно пропорциональна не просто расстоянию, а квадрату расстояния между ними. И постоянную, если ввести постоянную коэффициент пропорциональности, можно записать, который, кстати, вычислил Кавендиш. Это гравитационная постоянная М1 умножить на М2 и разделить на R в квадрате. Это когда тело находится на поверхности Земли. Если тело находится на какой-то высоте, эта формула записывается постоянное всемирного тяготения М1 умножить на М2, а здесь радиус, скажем, планеты плюс высота, на которой находится тело, и в квадрате. Ну и, собственно, можно приравнять к силе тяжести, это, собственно, то же самое, и получить постоянную g. Но это в 9 классе делали, поэтому я не буду это делать.